Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники конференции, прежде всего, прежде чем сделать доклад на научно-практической конференции, разрешите вручить приветствие главы Республики Саха-Якутия, которое только что вам было озвучено, Петру Васильевичу Гоголеву, одному из организаторов научной практической конференции. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники научно-практической конференции, общественность Республики Саха-Якутия сегодня отмечает свой официальный праздник День государственности, день 27 сентября 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР. Этот день навсегда вошел в историю якутской государственности как поворотный момент изменения правового статуса якутской автономии в составе РСФСР. Якутская АСР была преобразована сначала в Якутскую Саха-ССР, а затем в Республику Саха-Якутия, ставшую равноправным субъектом Российской Федерации. Благодаря участию в данной научно-практической конференции «Происхождение народа Саха и развитие государственности Якутии в составе России» мы в очередной раз погружаемся в историю и ее уроки. Нам предоставляется возможность познания и понимания человека и общества, оценки пройденного пути, постановки целей на будущее. Изучение истории государственности дает возможность выявлять причины успехов и просчетов в области реформирования, прогнозировать будущие риски, давать практические рекомендации основным отраслям и государственным структурам. Несомненно, что итоги и выводы конференции позволят нам определить перспективу роста на десятилетия вперед и укрепить основу модернизационных процессов в современной республике. Первой формой национальной государственности Якутии явилась образованная 27 апреля 1922 года Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Она стала результатом многих лет мыслительной деятельности и концептуального осмысления якутской интеллигенции, критического положения народа края до революции 1917 года. Одним из выдающихся государственных и общественных деятелей, внесшим вклад в развитие идей самоуправления, является великий сын народа Саха, основоположник национальной литературы, носитель глубоких социально-философских воззрений Алексей Алексеевич Кулаковский, который создал идейный фундамент современного жизнеустройства, развивал идеи государственности в концептуальной форме. Весьма значительная фигура Василия Васильевича Никифорова-Калюбюга, одного из прогрессивных представителей якутской интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Он являлся одним из основоположников земского движения в Якутии, имел свои взгляды на вопросы реформирования самоуправления Якутской области, выступал за введение общесибирского земства и являлся организатором Союза якутов и народцев. Программа Союза была направлена на защиту политических, экономических прав, развитие культуры народа Саха в составе Российской империи. Разумеется, о будущем народа Якутии жили и мыслили многие революционные мыслители и сподвижники идей самоуправления Якутии, которые внесли свой вклад в объемку идей. Это сильные народники, прогрессивно настроенные представители богатой и образованной части якутского общества, якутской интеллигенции. После Октябрьской революции 1917 года молодая якутская интеллигенция, вдохновленная идеей возрождения нации, начала активно реализовывать идеи государственности. Максим Амосов, Платон Аюрский, Семен Рожаков, Исидор Барахов и другие поставили перед руководством страны вопрос о якутской автономии. При этом был поставлен вопрос о статусе не автономного края или автономной области, а автономной республики. На первом съезде ревкомов в октябре 1921 года отмечалось, что единственной приемлемой основой национальной автономии, соответствующей интересам подавляющего большинства якутского населения, должно явиться проведение ее на основе советской власти как автономной
Аюнского и Барахова. Как Максим Амосов отметил в своем письме для Якутии, Якутия стала лидером среди национальных республик Сибири в оформлении собственной государственности, прежде всего подготовки и устанавливающих ее документов. Велика роль Максима Кировича в утверждении руководства страны Якутской автономной республики. Именно он выступал с докладами и встречался с высшими руководителями страны по вопросам автономии Якутии в качестве республики, а не области. Максим Амосов, безусловно, имел авторитет руководства страны и в республике. Об этом он писал и сам в своем письме своим соратникам. Я заявляю, уверенный в собственных силах, что эти задачи подсильны мне и не будут хвастовством перед обкомом, только мне из наших якутских рядов. Я вложу всю свою энергию, использую свой партийный и национальный авторитет, связи с центральными работниками. Уверен, что эти связи шире, разносторонние у меня, чем у кого-либо другого из местных работников. Специальная комиссия Ревкома под председательством Алтуна Юрского выработала проекты декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР. Положение об автономии Якутской АССР, в котором наметила государственные границы, органы государственной власти и управления. Народы получали право распоряжаться своими природными ресурсами как национальным достоянием. Подчеркивалась историческая роль национальной интеллигенции в культурном возрождении и духовном раскрепощении трудящихся Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Президиум ЦИК издал исторический декрет об образовании Якутской автономной Советской Социалистической Республики в составе СССР. Провозглашение Якутской АССР имело определяющее значение в жизни народов Якутии. Образование автономной национальной республики стало не менее значимым событием наряду с вхождением Якутии в состав российского государства. В Якутии в статусе автономной республики в составе СССР произошло стремительное социально-экономическое развитие, значительный рост благосостояния населения, развитие культуры и духовности. Гигантским достижением советской автономии стало полное переустройство социально-экономического уклада Якутии, жизни якутян коренных народов. Республика из отсталой окраины Российской империи стала индустриально-аграрным регионом с развитой горнодобывающей промышленностью и товарным сельским хозяйством. В 2022 году общественность республики отметит столетие образования Якутской АССР. Значимость и судьбоносность создания первой формы государственности Якутии заслуживает высочайшей оценки как события громадного исторического значения. Наш долг – сохранять, умножать и развивать наше историческое наследие, нисколько не умаляя историческую роль якутской автономии в связи с изменениями идеологического характера или переоценкой некоторых аспектов истории советского периода. Новейший этап развития государственности Якутии наступил с принятием 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Якутской Саха СССР. Этому знаменательному событию предшествовало сложное время конца 1980-х годов прошлого века. В Советском Союзе царил полный хаос в отношении определения прав субъектов СССР и союзных республик. На территории СССР появились горячие точки, в корне которых лежали противоречия в определении и самоопределении народов и народностей, проживающих на территории страны. Необходимо было найти приемлемое для всех решение. Следует отметить, что в целом вопросы самостоятельности субъектов всего СССР поднимались вначале как межнациональные. В сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС, посвященном вопросам межнациональных отношений, была принята платформа КПСС по национальной политике. Она предусматривала коренное перераспределение полномочий между верховной союзной властью и союзными республиками. К этому времени уже большинство союзных республик требовали реального суверенитета. В платформе подчеркивался суверенитет союзных республик, объявлялось, что они обладают верховной властью во всех вопросах, кроме тех, которые ими добровольно передаются в компетенцию союзного руководства. Вместе с тем, экономическая
экономическую самостоятельность предлагалось предоставить и автономным образованием. При этом они получали право опротестовывать решения вышестоящих властей, и эти изменения должны были получить юридическое и государственно-правовое закрепление в новом союзном договоре. В то же время воплощение на практике положений платформы сталкивалось с огромной проблемой – статусом РСФСР. РСФСР являлось образованием, напрямую подчинявшимся СССР. Это проявлялось, например, в отсутствии у РСФСР своей компартии, Академии наук, гимна, которые были у каждой союзной республики. Но в упомянутом пленуме был внесен отдельный пункт о государственно-правовом статусе РСФСР. В нем говорилось, что в РСФСР должны быть созданы дополнительные органы власти, при этом в перспективе перейти к управлению по крупным регионам. Политическая ситуация в стране была нестабильной, буквально ежемесячно подвергалась резким изменениям. С требованиями суверенитета стало выступать множество политических сил России. Даже среди убежденных коммунистов появились сторонники идеи суверенитета России. По их мнению, союзное руководство во главе с Михаилом Горбачевым вело страну к капитализму. Поэтому они выступали за самостоятельность России, но как последнего бастиона социализма. В это же время демократической оппозиции в СССР ставились требования получения всеми российскими автономиями статуса союзных республик. В марте 1990 года в России состоялись выборы народных депутатов РСФСР. В нем принял участие блок «Демократическая Россия», состоявший из оппозиции и который в апреле того же года создал свою конституционную комиссию по разработке проекта новой Конституции Российской Федерации и проекта Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Суверенитет требовали все, но в силу разных политических взглядов одни хотели сохранить СССР в обновленном виде, другие создать совершенно новую страну, состоявшую из союзных республик на всей территории СССР. В это время союзное руководство решило пойти на компромисс, сделав акцент на экономическом суверенитете РСФСР. Тогда Совет министров РСФСР разработал концепцию экономического суверенитета, по которой Россия получала собственность на свои ресурсы, товары и услуги. В этой концепции говорилось о суверенитете автономии и добровольной передаче ими части полномочий Российской Федерации. В свою очередь, 26 апреля 1990 года СССР принял закон о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации, согласно которому субъектами обновленного Союза являлись союзные и автономные республики. В области экономического и социально-культурного строительства на своей территории автономным республикам передавались те же права, что и союзным, за исключением тех, которые по соглашению между ними относятся к ведению союзной республики. Явилась бы так сложно устроенная федерация, обновленный союз, жизнеспособным образованием или нет, неизвестно. История не знает сослагательного наклонения. Подписание союзного договора было сформулировано путчем в августе 1991 года. Начался массовый выход республики из состава союза. Данные факты приведены лишь для того, чтобы проиллюстрировать, с одной стороны, небольшую часть той неопределенности и неразберихи, происходившей в те годы, а с другой показать, что процесс парада суверенитета был предопределен и неизбежен. В результате происходящих процессов первый съезд народных депутатов СССР подавляющим большинством голосов 19 июля 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 27 сентября 1990 года Верховный Совет 19-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым принял декларацию о государственном суверенитете республики, безусловно, является следующим этапом государственно-правового статуса Республики Саха-Якутия. Декларация объявила государственный суверенитет Якутии как государство в составе обновленной РСФСР. Республика Саха-Якутия изначально позиционировала себя как равноправный субъект федеративного российского государства. Якутия никогда не отступала от основополагающих принципов российского федерализма. Никогда не видела себя вне российского государства. Всегда осознавала, что ее подлинный экономический, социальный, культурный и духовный расцвет возможен исключительно
действительно как части России. Декларация о государственном суверенитете республики стала основой принятия 4 апреля 1992 года не только новой Конституции, основного закона Республики Саха-Якутия, но и подписания Федеративного договора от 31 марта 1992 года, который заложил основы новой федеративной государственности России и предотвратил дезинтегрирующие процессы в России. После распада СССР существовала инерция распада. Никто не мог знать, чем она закончится и сохранится ли Россия. Ведь условия подписания Федеративного договора остановило эти процессы. Необходимо отметить, что самую высокую роль в этот трудный период сыграл первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Михаил Ефимович был одним из лидеров, занимавших конструктивную, взвешенную позицию, которую он всегда отстаивал. В эти годы шла острая борьба точек зрения за модель развития страны. Многие серьезные исследователи истории российского федерализма называют Михаила Ефимовича в числе 5 человек, включая первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, которые практически спасли Россию от распада. Михаил Ефимович являлся убежденным сторонником подписания Федеративного договора и сохранения России как единого государства. Он последовательно продвигал идею федерализма, понимая, что в стране с ее полиэтническим, многоконфессиональным составом федерализм и федеративное устройство является безальтернативным путем к единству и процветанию государства. Достаточно вспомнить позицию по суверенитету ряда крупных республик, а также трагические события процесса на Северном Кавказе. Если бы такие взгляды стали превалирующими на тот момент, то они могли иметь очень далеко идущие последствия для всего существования российского государства. У суверенизации был и другой положительный момент – конституционный принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации, включая края и области во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации при разграничении предмета ведения и полномочий. Первым вопрос о своем статусе поставили республики, и только затем края и области. В проекте Декларации о государственном суверенитете России первоначальная редакция статьи 9 отражала основные положения усиления автономии в варианте союзного центра. И эта редакция встретила противодействие депутатов от краев и областей, которые требовали обозначения в качестве субъекта федерации не только автономные республики. Поэтому была принята иная редакция, в которой была подтверждена необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. Федеративный договор 1992 года и Конституция Российской Федерации 1993 года официально признали новый государственно-правовой статус республики и подтвердили ее полномочия в области принятия политических и экономических решений в пределах совместного и собственного видения. Государственность республики в составе Российской Федерации приобрела конституционно закрепленный статус, сформировала демократическую систему, включающую институт президента республики, парламент, Конституционный суд, установила порядок формирования судебных и исполнительных органов государственной власти. Подписанный между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия 29 июня 1995 года договор о разграничении предметов ведения и полномочий, 15 межправительственных соглашений к нему заложили основу экономических взаимоотношений России и Якутии. Были приняты законодательные акты, регулирующие качественно новые отношения в экономической сфере и направленные на определение прав народов на землю, недра, их богатства, растительный и животный мир, другие природные ресурсы. Как известно, в определенные моменты истории роль личности является предопределяющей. В принятии этих документов сыграл, по сути, ключевую роль Михаил Ефимович Николаев. Избранный 25 апреля 1990 года председателем Верховного Совета Якутской АССР и ставший впоследствии первым президентом Республики Саха-Якутия. На первой сессии Верховного Совета Якутской АССР президиуму было поручено подготовить и внести на очередную сессию пакет первоочередных законопроектов, в том числе обеспечивающих переход республики
с 1 января 1991 года на самоуправление и самофинансирование. Республика в то время оказалась в крайне сложном состоянии. Все вопросы экономического и социального развития республики решались только в Москве. Всего 11% основных фондов республики находились в единице. Только 3% производимой продукции выпускалось предприятиями республиканского подчинения. Только 4% прибыли предприятий союзного ведомства перечислялось в республиканский бюджет. В конце 1990 года абсолютное большинство предприятий республики стали убыточными и оказались на грани банкротства. В том числе такие крупные предприятия, как Якутуголь, Якутлес, Якутэнерго, Якутгазпром и другие. Без работы в сфере промышленности могли остаться около 20 тысяч человек, а их семьи без средств к существованию. Убытки пассажирского транспорта увеличились в 2 раза. Объем капитального строительства сократился в 6 раз. Финансовое влияние из центра практически прекратилось. Республике грозил экономический коллапс. В этих условиях необходимы были самые активные решительные шаги по определению на взаимоприемлемой договорной основе степени самостоятельности республики. Председатель Верховного Совета ЕАССР Михаил Ефимович Николаев добивается приема у президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, которому изложил свои подходы к суверенитету. Встречался с председателем Верховного Совета СССР Анатолием Ивановичем Лукьяновым, председателем Совета министров СССР Николаем Ивановичем Рыжковым и председателем Совета национальности Верховного Совета СССР Рафиком Нишановичем Нишановым. Представил им проект декларации о государственном суверенитете Якутии, проект закона о разграничении полномочий между союзным центром России и Якутии, а также проект распределения между ними. Михаил Николаев, как представитель новой формации власти республики, выступил на высших площадках страны с важнейшими докладами, в том числе и на первом съезде народных депутатов РСФСР, на котором подверг резкой критике произвол команды административной системы, говорил о необходимости преодоления губительного синдрома сырьевого придатка, отведенного Якутии. Михаил Ефимович на самом высоком уровне поднимал вопрос о повышении статуса республики, укреплении ее самостоятельности, решении вопросов экономического развития, обретения прав на собственность. По воспоминаниям самого Михаила Ефимовича, он тогда не получил понимания у высшего руководства Союза, но решительную поддержку оказал Борис Николаевич Ельцин, председатель Верховного Совета РСФСР. Именно тогда Михаил Ефимович с большой решительностью взялся за осуществление своей идеи и организовал коллективную работу с единомышленниками над подготовкой проекта декларации о государственном суверенитете нашей республики. Опираясь на идеи суверенитета, Якутия подняла вопросы экономической самостоятельности республики и добилась получения права государственной собственности на ее природные ресурсы. Михаил Ефимович очень методично и логично шел к созданию условий экономической самостоятельности. Первым документом, принятым по настойчивой инициативе Михаила Ефимовича, стало постановление Совета министров РСФСР от 26 декабря 1990 года о расширении экономической самостоятельности Якутской ССР в решении социально-экономических проблем в условиях перехода на нынешние отношения. Затем Верховный Совет Республики 30 января 1992 года принял республиканский закон о государственной собственности в Якутской ССР. Вся эта многогранная и сложная работа завершилась поистине судьбоносным документом, когда 25 ноября 1992 года было подписано соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. Важнейшим достижением Якутии стало то, что у республики появилась своя собственность в промышленности, транспорте, геологии. Были переданы в собственность республики крупные предприятия, такие как Якутуголь, Якутлес, Якутэнерго, Якутгазпром, Саха-Телеком, а также все не только разрабатываемые, но и разведанные месторождения и утвержденные запасы, в том числе все крупные месторождения алмазов, золота, нефти, газа и каменного угля. Республика получила право выкупать по себестоимости 20% добытых ювелирных алмазов и 10% добываемого в республике афинированного золота.
была создана крупнейшая в мире акционерная компания «Алмаз России Сахара», которая соединила в одну цепочку добычу, оценку и реализацию драгоценных камней. Все это дало возможность создавать свои алмазоградильные и ювелирные предприятия. Появились новые, совершенно иные возможности для развития в сферах образования, здравоохранения и культуры. Были разработаны современные образовательные программы, открылись профилированные школы, профессиональные учебные заведения. Программа строительства принималась не в Москве, а здесь, в республике. Экономическая самостоятельность республики позволила создать целевой фонд будущих поколений, на средства которого были построены многие социальные объекты, школы, корпус факультетов естественных наук Якутского госуниверситета, хореографическое училище, аэровокзал, сахатеатр и другие. Были созданы Международный фонд «Дети Сахар-Азия», крупнейший национальный фонд возрождения Маргариты. Построен Национальный центр медицины, обеспечивающий сегодня качественными медицинскими услугами всех жителей республики. Появилась высшая школа музыки, давшая новый толчок развитию классического музыкального образования. Построены дворцы спорта 50 лет Победы, стадион Туймана и другие спортивные объекты. И все это лишь малая доля того нового, что появилось в республике. Это стало возможно благодаря приоритетным направлениям развития Якутии, определенным первым президентом республики Михаилом Юрьевичем Николаевым. Без всякого привлечения нужно сказать, что многое из того, чем гордимся, мы имеем это все мы имеем благодаря смелым решениям Михаила Юрьевича, которые умело претворили им в жизнь с большой любовью к республике и ее народу. Михаил Юрьевич Николаев – лидер народа, поистине носитель мудрости, выдающийся государственный, политический и общественный деятель, внесший огромный вклад в процветание нашей родной Якутии. Очень символично, что сегодня в День государственности в родном селе Михаила Юрьевича Артемцы проводится научно-практическая конференция, посвященная изучению истории развития якутской государственности, и открывается мультимедийный центр Николая Александрова. Успехи и достижения республики умножали и укрепляли возглавлявшие Якутию в разное время Вячеслав Анатольевич Шуров, Егор Иванович Борисов. Сегодня развитие нашей республики продолжается под руководством Айсена Сергеевича Николаева. В Якутии налажено конструктивное взаимодействие главы республики, правительства и государственного собрания ЛГБТ, что гарантирует общественно-политическую стабильность, без которой невозможно любое развитие. Это развитие опирается на прочный фундамент целостного, единого документа, имеющего высшую юридическую силу в системе республиканского законодательства Конституцию Республики Саха-Якутия. Конституция закрепила основу государственного и общественного строя, установила правовое положение личности, принципы организации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, национально-территориальную организацию, избирательную систему, судебную власть. Конституция – это не только юридический акт, но и важнейший политический документ, и выражено в воле и стремление всех народов республики к свободе, равенству, миру и процветанию. На определенных этапах становления российской государственности и развития государственности Якутии Конституция Республики Саха-Якутия претерпела ряд изменений. Это было обусловлено тем, что основной закон Якутии был принят на 2 года раньше Конституции Российской Федерации. Еще одна причина внесения изменений в Конституцию Российской Федерации в соответствии с требованиями времени. Последние изменения в высшем законе страны были обоснованы так, как на момент принятия действующей Конституции существовали разные экономические и правовые возможности в стране. Сегодня существует запрос общества на то, чтобы в основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства. Внесены изменения в систему основных политических институтов нашей страны. Происходит перераспределение властных полномочий, что создает более гибкую и сбалансированную систему. В целом, конституционная реформа представляет собой позитивный и необходимый процесс дальнейшего развития российской государственности. Конституционное государственно-правовое строительство остается первоосновой развития государственности Республики Саха-Якутия. Государственное собрание ЛГБТ придает исключительное значение конституционному строительству и ответственно относится к процессу внесения изменений в Конституцию Республики. В республике продолжается совершенствование республиканского законодательства, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
развития партийного строительства и других важнейших институтов государственности, укрепления и развития гражданского общества. В предыдущие годы были созданы новые базовые отрасли экономики республики, приняты стратегические документы долгосрочного социально-экономического развития республики, что позволяет республике выйти в лидеры по динамике темпа роста экономики Дальневосточного федерального округа. Экономический рост приобрел устойчивый характер, заложена в основу масштабных структурных и институциональных изменений. Сегодня утверждена стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года, в которой республика ставит перед собой стратегическую цель выйти к 2032 году в лидеры международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Дальнейшее социально-экономическое развитие республики будет достигаться реализацией комплексных, взаимоувязанных компонентов устойчивого роста реальных доходов населения, эффективного управления территориями, развития конкурентоспособных базовых отраслей экономики и несырьевых экспортно-ориентированных отраслей. Уважаемые участники научно-практической конференции, дорогие якутяне, от имени руководства республики сердечно поздравляю с Днем государственности. Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия в семье и новых свершений во имя процветания родной республики. Искренне поздравляю с открытием научно-практической конференции. Желаю, чтобы эта конференция прошла очень успешно и стала началом тех мероприятий, которые будут продолжаться в течение этого года, в канун столетия нашей республики. Спасибо.